На сегодняшний день телевидение представляет собой символ связи и глобализации. Для этого больше четверти века сплоченная команда профессионалов Сибайской студии трудится над созданием интересного и близкого зрителю медиаконтента. Чтобы шагать в ногу со временем, любому коллективу требуется быстрая адаптация к смене обстоятельств и умение абстрагироваться от того, что происходит вне рамках формата. Именно с учетом этих факторов работает служба новостей. Но новости не всегда были, есть и будут, что 20 лет назад, что сейчас. Это всегда все самое актуальное и свежее, что происходит в нашем городе. Я очень рада, что у нас наконец-то подобралась слаженная команда. Я думаю, что в скором времени на нашем телевидении появятся новые проекты, потому что наметки уже есть, у нас уже разработаны и заставки, и перебивки, но не было людей, с которыми все это можно было воплощать в жизнь. Сейчас у нас есть команда, и я думаю, что в ближайшее время мы запустим пару новых проектов. Следует понимать, что этот день телевидения посвящен не сколько техническому использованию даров телерадиоиндустрии, сколько влиянию на мировоззрение. Этот аспект следует отметить особым образом. Не секрет, что все телевидение обвязано шкентелем под названием рейтинг просмотров. Напрямую мы зависим от потребителя и только благодаря этому формируем спрос на выдаваемую информацию. Со сменой руководства сфера влияния расширила свои границы. Радиостанция «Эталон» заработала у нас буквально недавно. 2 месяца мы вещали в тестовом режиме, буквально 3 недели назад мы вывели в эфир уже первых ведущих. Радиостанция местной направленности, то есть именно там мы будем рассказывать о местных новостях, о погоде местной. Интерактив с жителями нашего города тоже планируется. Буквально, я думаю, после 25 числа у нас выйдут местные новости, мы будем освещать события нашего города. Начали сотрудничество вплотную с телекомпанией БСТ, ГУП ТРК Башкортостан, с телеканалом «Россия-24» Башкортостан. Сейчас наши сюжеты видят не только на территории нашего города, но и на территории всей Республики Башкортостан. Ну, плюс ко всему, сейчас налажено сотрудничество с городом Лисаковск. На сегодняшний день мы готовим техническую часть, уже документально мы подготовили. Сейчас осталось дело за малым, за технической частью. Это телеканал ТНТ, который мы будем выводить в рамках рекламного носителя. То есть там программ не будет, но мы будем размещать там свою рекламу. Рейтинговый телеканал, хорошие прибыли, я думаю, нас ожидают в будущем. А также планируем буквально, наверное, с начала следующего года размещаться на телеканале 102 ТВ. Это канал, который будет транслироваться на всю Республику Башкортостан. Сегодня в мире не осталось, наверное, уголка, не охваченного телевещанием. Современная мировая обстановка диктует всем представителям ведущих средств массовой информации уделять больше внимания трансляции, отдавая предпочтение таким программам, которые посвящены образованию, просвещению, пропаганде общечеловеческих и культурных ценностей, толерантности. Мы тому не исключение. С 21 ноября прошлого года до сегодняшнего дня я хочу сказать, что эфир наш изменился кардинально. У нас появилось огромное количество проектов, такие как детские новости. Сейчас очень плотно работаем с детьми, обучаем их, помимо того, что они делают у нас передачи. Ездят они на различного рода конкурсы, привозят призовые места. Ну, это все было сделано за год работы. Детское телевидение не то чтобы даже на уровне нашего города, а в целом даже на уровне страны, оно пока не так развито, как хотелось бы. Это вот раньше выходили какие-то подростковые передачи, детские передачи. Сейчас почему-то этого очень мало на нашем российском телевидении. И поэтому мне вдвойне приятно, что уже больше года на нашем канале выходят детские новости на русском и на башкирском языке. Это действительно очень радует, потому что дети очень активные, целеустремленные, они делают интересные материалы, они не стесняются камеры, да, они очень открытые, готовы публично выступать, готовы задавать вопросы, выступать в качестве журналистов. Тематические передачи, созданные для целевой аудитории, пополняют арсенал сибайского эфира. Примером тому свежая программа «Рыбацкая правда». А весной этого года в трансляцию запущен еще один авторский проект, посвященный теме кино. Разработкой и развитием этого направления в рамках городского телевидения и даже на волнах радио «Эталон» занимается Ренат Музафаров. Вообще тема кино интересует меня довольно давно. Я с полным основанием могу считать себя киноманом, и по этой причине, когда, собственно, наши редактора начали агитировать нас на то, чтобы мы продвигали, создавали какие-то свои авторские проекты, я без тени сомнения взялся разрабатывать именно тему кино. Сегодня слова благодарности звучат в адрес самого крепкого звена в цепи средств массовой информации. Этим звеном являешься ты, наш благодарный зритель. Оставайтесь с нами. Екатерина Марочкина, Радмир Исингулов, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.